Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поздравил группу «Галканыш» с победой на фестивале в Монте-Карло. В Туркменистане внедряется новая платежная система «Галканыш». Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал вторую очередь строительства города Аркадак и другие новости. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана приступил к разработке новой платежной системы «Галканыш». Данная система направлена на расширение спектра дистанционных банковских услуг для организаций и частных лиц. 19-20 февраля в Туркменистане пройдет 8-е заседание межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждаться вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел инспекцию проектов второй очереди застройки города Аркадак, где особое внимание уделил качеству строительства и соответствию объектов современным требованиям. В ходе визита он встретился с представителями международных строительных компаний и внес коррективы в представленные проекты. В ходе визита в город Аркадак национальный лидер туркменского народа выразил недовольство уровнем организации мероприятий, проводимых в последнее время в городе Аркадак, отметив, что принимаемые меры по соблюдению правопорядка не реализуются должным образом, а контроль за деятельностью военных и сотрудников правоохранительных органов ослаблен. Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с представителями южнокорейской компании «Корея Медитек» и японской «Сумитомо» для обсуждения строительства и оснащения объектов медицинского кластера в городе Аркадак. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в рамках реализации государственной программы «Саглык». Особое внимание было уделено комплексному подходу к оснащению медицинских объектов с использованием последних научных достижений и инновационных технологий. Гурбангулы Бердымухамедов также посетил государственный цирк имени Гюраглы, где проехал верхом на коне по имени Ханбек по манежу. Председатель Халк Маслихаты отметил растущую международную известность ахалтекинских скакунов и высоко оценил достижения группы национальных конных игр «Галканыш», особенно отметив их успех на международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил группу национальных конных игр «Галканыш» в связи с их триумфальной победой на международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Глава государства отметил, что в настоящее время в стране осуществляется масштабная деятельность по расширению сферы циркового искусства, а также по развитию международного сотрудничества. Турецкий туристический сектор продемонстрировал беспрецедентный рост в 2024 году, установив новые рекорды как по количеству посетителей, так и по доходам. Страна приняла более 62 миллионов иностранных гостей, что превысило не только показатели предыдущего года на 9,8%, но и допандемийный уровень 2019 года на впечатляющие 20,3%. Доходы от туристической отрасли достигли 61,1 миллиарда долларов США, продемонстрировав рост на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. Во Франции разгорается конфликт вокруг планов по обновлению знаменитого собора Парижской Богоматери. Организация Sites and Monuments инициировала судебный процесс в административном суде Парижа, выступая против замены 6 исторических витражей на современные работы, несмотря на то, что оригинальные витражи не пострадали при пожаре 2019 года. Противостояние возникло после того, как президент Эммануэль Макрон предложил оставить современный след в облике отреставрированного собора, поручив создание новых витражей французской художницы Клэр Табуре. Проект планируется реализовать к 2026 году. Однако это решение вызвало серьезное сопротивление у защитников культурного наследия. Сборная Туркменистана по хоккею отправилась на азиатские игры, которые пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине. По итогам жеребьевки туркменская команда попала в группу С, где сыграет против Индии, Гонконга и Макао. В составе сборной Туркменистана в Харбин отправились 22 спортсмена, 2 тренера и врач. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com, а также на наших официальных страницах в социальных сетях и на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.